Видеооланы до началять. Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые. Сегодня вторник, и у нас продолжается экскурсия в нашем этнографическом уголке. Сегодня у нас новый предмет. Вот посмотрите. Щучья голова. А при чем тут щучья голова в этнографическом уголке, спросите вы? А вот при чем? Потому что, во-первых, это нам подарок сделали кедвинские рыбаки. А потом щука имеет значение в коми традиционной культуре. По коми мифологии все живое и неживое на земле создавали два брата – Йен и Омель. Причем Омель создавал все плохое, а Йен все хорошее. Так вот, щуку как будто бы создал Омель. Но Йен вставил щучью голову крестообразную кость, и щука стала считаться творением Йена, а человеку можно было есть щучье мясо и ловить ее. Щуку считали воплощением водяного духа, потому что у нее такая есть особенность. Щука может стоять в воде по течению, а не против течения, как все остальные рыбы. Вот такая особенность. И то, что щуки живут очень много лет, и у них иногда голова покрывается водорослями от старости уже. В старину перед рыбалкой рыбаки приносили водяным духам жертву. И вот в том числе и щуки. И вот когда они начинали ловить рыбу, если к ним попадалась большая щука, то считалась рыбалка удачной, что водяные духи к ним благосклонны. Затем они брали череп у водяной щуки и брали всегда с собой на рыбалку. А представляете, женщинам не разрешалось есть щучью голову. Вот такая щучья голова интересная. Зато использовалась в народной медицине. Жгли вместе с можжевельником щучью голову и окуривали животных, чтобы все были здоровы. А еще щучья челюсть считалась оберегом. Хозяйки вывешивали над дверью челюсть щучью. Вот сейчас висит подкова, например, в некоторых домах, а раньше в коми-домах висела щучья челюсть или зубы куда-нибудь прятали за косяк. Это также считалось оберегом, чтобы никто не мог зайти и навредить хозяевам дома. Ну вот, по традиции мы повесим обратно щучью голову на место, чтобы и дальше она оберегала нас от сглаза, от порчи и от плохих людей. Итак, с вами была Евдокия Шахова, а вам предлагаем посмотреть мультфильм про щуку, который смотрели, наверное, еще ваши бабушки и дедушки.